Здравствуйте! О самых важных и значимых событиях к этому часу расскажет корреспондент телеканала «Акшам». Я Даулет Ситбеков. Вот главные темы. В Сатпаеве состоялось торжественное открытие нового супермаркета. На территории города изменения. Какие в сегодняшнем выпуске новостей? Кто выжил после войны? Под таким названием в молодежном ресурсном центре прошла встреча с сатпаевскими воинами-интернационалистами. Предприятия товарищества с ограниченной ответственностью «Казахмыс Maintenance Services» подвели итоги трудового соревнования за четвертый квартал 2018 года. В минувшую субботу в торжественной обстановке состоялось открытие нового объекта торговли. Среди посетителей супермаркета, расположенного в торгово-развлекательном центре Улытау Молл, были и наши корреспонденты. Как известно, государство оказывает всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. Ведь именно малый и средний бизнес занимает особое место в социально-экономическом развитии страны. Открытие нового супермаркета – еще одно яркое тому подтверждение. Данный проект стал возможен благодаря государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Торжественное открытие супермаркета широко анонсировалось в соцсетях. Потому посмотреть на самый большой супермаркет «Акцент» в Сатпаеве пришли представители местной власти, городских организаций и учреждений и, конечно же, жители и гости Горняцкого города. Уважаемые сатпаевцы, сегодня в 11 часов состоится торжественное открытие супермаркета «Акцент». Среди тех, кто участвовал в церемонии открытия, был и заместитель акима Сатпаева Султан Нарботаев. Султан Нурланович поздравил собравшихся с открытием новой торговой точки. Как и все сатпаевцы, он рассчитывает, что продукты питания будут продаваться здесь по доступной цене. Также на импровизированной сцене перед новой торговой точкой выступила администратор супермаркета «Акцент» Сымбат Кинжибекова. Компания «Акцент» работает на рынке больше 20 лет. В ней трудится большое количество работников. С открытием нового супермаркета мы предоставили еще 20 рабочих мест. В новом супермаркете мы постарались предоставить вам самые лучшие товары. И также есть большой ассортимент товаров с казахстанским содержанием. И, конечно же, низкими ценами. Желаем вам здоровья, удачи. Мы рады всегда видеть вас. Спасибо. После этого состоялся долгожданный для многих момент. Султан Нарботаев и Сымбат Кинжибекова торжественно перерезали ленточку у входа. Добро пожаловать в самый большой супермаркет «Акцент» в городе. Цокольный этаж торгово-развлекательного центра Улытау Молл встретил жителей и гостей города широким ассортиментом самых разнообразных товаров, в том числе и казахстанского производства. Приятным сюрпризом для покупателей стало большое количество акций, скидок и подарков. Некоторые продукты питания посетители могли даже продегустировать. Судя по первым посетителям, можно с уверенностью сказать, что торжественное открытие супермаркета удалось на славу. Теперь же надеемся, что на цену и качество здесь будет сделан особый акцент. Владимир Романьков, Аслан Амиров, специально для новостей телеканала «Акшам». Новая арка, которая будет приветствовать местных жителей и гостей Сатпаева, строится при въезде в наш город. С подробностями Наргиза Жанабекова. С каждым годом Сатпаев растет и развивается. Возводятся новые микрорайоны и воплощаются в жизнь необычные проекты. Один из таких объектов, который уже на слуху у горожан и даже гостей города – въездная арка. Для строительства новой достопримечательности выбрано хорошее место – въезд в наш город. И уже сегодня основные работы выполнены. В ближайшие месяцы завершится благоустройство и озеленение прилегающей территории. Въездная арка – это большая арка, играющая роль городских ворот, расположенная при въезде в Сатпаев. Из чего сделана въездная арка и кто является подрядчиком, нам ответил Канат Бекжигитов, главный архитектор города Сатпаев. Выполнена из фибробетона, совмещенным с металлоконструкцией. И оно будет приветствовать, улучшая город. Подрядчиком является ТО Диастрой. Вся уже силовая часть этой конструкции уже все полностью выставлена. Осталась лишь декоративная часть, то есть это покраска, установка остальных осветительных приборов. И, как вы видите, там будут применены в виде надписи вот этот
«Хош келдиңиз» и «Сатпаев» по новым требованиям на латинском языке. По словам Каната Бекжигитова, въездная арка будет выстроена таким образом, чтобы жители и гости города могли сделать фото на память возле данной композиции. При строении арки применено специальное стекло, которое, как говорит архитектор, будет служить долгие годы. Улучшая город уже на въезде. Конечно, она сегодня это всего лишь арка, но в будущем будет это целая композиция, где мы будем предусматривать еще дополнительные парковочные места. Будет скамейки расставлены так, чтобы люди смогли на этой части именно вот возле арки сфотографироваться, поприветствовать друг друга. Это будет такая визитная карточка нашего города. Там будет применено специальное стекло, которое будет служить, надеюсь, долгие годы, и которое будет, гарантия уже на него идет уже 10 лет. 10 лет, и он не потеряет никакого цвета своего. Специально применили ноу-хау для улучшения архитектурного облика. И вот в таком ракурсе мы реализуем этот проект. Мы стоим прямо возле той самой арки, которая уже успела стать ярким символом нашего города. Эта арка будет не только достопримечательностью нашего города, но и первым архитектурным объектом, построенным в этом году. В будущем здесь будут созданы все условия, чтобы жители могли сделать фото на память. Ну что ж, добро пожаловать в Сатпаев! В этом году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В связи с этим на прошлой неделе в Сатпаевском молодежном ресурсном центре прошла встреча с воинами-интернационалистами. Цель мероприятия – донести до молодежи исторические реалии афганской войны, воспитание у молодых людей чувства патриотизма, любви к родине, уважения к ветеранам, воевавшим в Афганистане. На встрече присутствовали воины-интернационалисты из города Сатпаев, Сайлау Кайрамбеков, Газиз Буркитбаев, Искаков Канат и другие. Искаков Канат Алгараула, Аухан ардагері. Ибраев Базылбек Сансызбайұлы, Аухан ардагері. Сонымен қатар кездесуге қонақ ретінде Сәтпаев қаласы әскери бөлімшесінің басшысы Өткелбаев Ербол Серікұлы мен соғыс және еңбек ардагерлері кеңесінің төрағасы Омаров Сабыр Базылұлы. В современных условиях идея патриотизма должна стать тем стержнем, вокруг которого сформируются значимые чувства, убеждения, устремления молодежи, ее готовность и способность к активным действиям для блага Отечества. В этом могут помочь люди, которые живут среди нас. Это те, кто защищал нашу Родину, кто восстанавливал ее из руин. Ветераны – это уважаемые и замечательные люди. Они мудрые и грамотные. Их жизнь на благо Отчизны достойна того, чтобы стать примером для подрастающего поколения, стать настоящим ориентиром в непростом современном мире. В качестве гостя на мероприятии выступил руководитель отдела обороны города Сатпаев. 15 февраля 1989 года закончилась трагическая война, в которой погибли тысячи наших земляков. Дорогие наши воины, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан, огромное спасибо вам, наши дорогие, за то, что ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и спасением. Желаю вам стального здоровья, душевного спокойствия и равновесия, моральной устойчивости. Пусть за ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь наградит вас любовью и заботой родных и близких, яркими моментами и радостными встречами. Почти 10 лет с декабря 1979 и по февраль 1989 года на территории Республики Афганистан проходили военные действия, получившие название «Афганская война». Но по сути это был один из периодов гражданской войны, которая сотрясает это государство уже не одно десятилетие. Отметим, что организаторами мероприятия выступило общество «Казах Тілі Қоғамы». Также в ходе мероприятия исполнялись различные творческие номера. Наргиза Жанабекова, Аслан Амиров, специально для новостей телеканала «Акшам».
Итоги трудового соревнования предприятия товарищества с ограниченной ответственностью «Казахмыс Maintenance Services» за 4-й квартал 2018 года подвели на днях во Дворце культуры горняков имени Шимбулата Дальдебаева. На чествовании лучших из лучших побывала и наша съемочная группа. «Казахмыс Maintenance Services» – одна из крупнейших компаний по сервисному обслуживанию и ремонту горно-шахтного оборудования. И уже во второй раз она подводит итоги социально-трудового соревнования. Во Дворце культуры горняков имени Шимбулата Дальдебаева чествовали тех, кто своим упорным и самоотверженным трудом приносит пользу и успех группе предприятий. Бурными аплодисментами зал встречал своих коллег из Карагандинского, Жезказганского и Балхашского регионов. Специально для лучших из лучших была проведена торжественная церемония вручения почетных грамот и денежных премий, а также подготовлена яркая концертная программа. Для подведения итогов на сцену Дворца культуры горняков выходили технический директор ТО «Казахмыс Maintenance Services» Олег Ли, начальник отдела управления персоналом компании Карлыгаш Тимирбекова, председатель правкома предприятия «Жезказган-сервис» из АГШО Мариам Культакишева, председатель Союза молодежи Жастар Болашак при корпорации «Казахмыс» Сабыржан Тембаев и, конечно, сам Куаныш Жубанышев, директор «Казахмыс Maintenance Services». Хочу сказать спасибо вам всем, потому что здесь собрались лучшие, хотим отметить лучших из лучших. КМС – лучшая организация, благодаря вашему труду мы достигли таких успехов. Процветания вам, вашим семьям, удачи и благополучия. С праздником вас! Следует отметить, что награждали действительно лучших. Лучших по профессии, лучших специалистов, рабочего, механика и руководителя, профсоюзного лидера и общественного инспектора. Среди тех, кто удостоился почетной грамоты, денежной премии и аплодисментов коллег, стал Оскар Кужемжаров, работник проекта «Жомарт». Сегодня меня наградили лучшим общественным инспектором. Тружусь я на проекте «Жомарт». На эту номинацию меня сегодня пришла поддержать моя семья, моя супруга с моим сыном. На проекте «Жомарт» я работаю уже на протяжении 3 лет и исполняю по своей должности технического инспектора отлично, так как сегодня вот наградили даже почетной грамотой и денежным призом. Хочу сказать особую благодарность нашим организаторам, нашему проекту, нашему директору. Также на мероприятии отмечали лучший цеховой комитет, лучший сервисный участок цех, лучшую бригаду и, конечно, лучшее предприятие. Так, первым местом в трудовом соревновании «Казахмыс Maintenance Services» заслуженно отметили завод горно-шахтного оборудования. Директору ЗГШО Козыкорпешу Байтокову вручили почетную грамоту, денежную премию в размере 250 тысяч тенге и переходящее знамя. Напоминаем, что вручается переходящее знамя, премия в размере 250 тысяч тенге и почетная грамота, аплодисменты зала и фотография на память, дорогие друзья. Вся история завода связана с комбинатом, потому что всю жизнь завод всегда помогал горнякам и помогает, и будет помогать. Сейчас в будущем у нас большие планы, но прежде всего у нас самое ценное – это жизнь человека. Поэтому техника безопасности относится у нас очень добросовестно. Вот как вы сегодня отметили, это труд большого коллектива. Поэтому я поздравляю всех с этим трудовым праздником. Коллектив своего завода горно-шахтного оборудования с переходящим знаменем победили. Желаю трудовых успехов и семейного счастья. Отметим, что это не первое мероприятие такого формата. И не последнее, утверждают организаторы. Оно и понятно. Данная форма поощрения и мотивации является очень эффективной. Потому с нетерпением ждем нового трудового соревнования. Уже за 1-й квартал 2019 года.
Владимир Романьков, Биржан Сагендык, специально для новостей телеканала Акшам. И к этому часу это все, о чем мы успели рассказать вам. Далее вас ждет прогноз погоды. До свидания, до новых встреч в эфире.